Делегацийы уәнгтә азылдысты әмә фейттойны республикая инвестицион программы сәххәст кәнне фәлгәтты объекттә арәзт адарддыр уыдоныл фыцагал удон сәфәндага кодтой медицина мәхавәк объекттыл республикон рынчындон горан хәзар операцион хирургион корпус әмә севәләтте реабилитацион центрма инспекцион азылдырастаҗы яхая дишче табабара кодтой фатсахатон университеты ногбасты хайдар. Здесь имеются артефакты с XIV века до нашей эры по IV век. До нашей эры, в частности, обратите внимание на меандровый рисунок. Это бронзовый топорик. Это же боевой топор, да, Роланский? Да. К какому году он относится? Это IX-VIII век до нашей эры. Автома инвестицион программы фәлгәтты арәзт ыртык кагастаукак скуладар. Бәсті хаян арәзт ертік кагваладзык. Аражыта арәзт аднырмәгә ифтонг цәуынц афоныл. Әмәсін найзын зинәтті кысты кәнінен. Важыта мабабара кодтой сәнвадзан заводтар. Хамсын кудзақтой автомайнық калтой дуадас гектара сәндәтті. Әмәсін райфәстәмә варақтар кәнзісті сәфәзвәтті. Что касается виноградарства, мы в принципе уже где-то 5 лет экспериментируем, какие сорта, как вообще произрастает. И в принципе заявляем, на выставках, участвовали в международных выставках, наши вина получили такие хорошие отзывы и медали получили. И заявляем, что в принципе, не заявляем, мы уже заявились на международной вообще арене виноградарства, как Южная Осетия получила свое место. И наши вина такие особенные, породистые, со своим там, не знаю, со своей вот кислотностью, со своим сахаром особенным. И мы в принципе вот в этом году заявили, что практически все сорта можно возделывать в Южной Осетии. Очень хорошая почва, вплоть до того, что мы даже там, не знаю, вот я лично привозил австрийский рислинг, и из Франции шардоне привозили французские сажи. Ну так посмотреть, они все прижились. Делегацийы уәнгтә мафейтой базальт аразан завод кударас цәуы уайдар. Амаражытан разыртой завод сәххәстәмә цәуаварты кустан уайфадыл. Значит, сама система очень простая, принцип очень простой. Мы плавим щебень расплав при температуре 1300 градусов приобретает текучесть и пластичность. Наша задача довести его до этого состояния при температуре 1300-1400 градусов, когда он становится настолько текучим, что уже вырабатывается нить, но в то же время настолько пластичным, что она не рвется. И мы сворачиваем ее в жгут. Вот это ровик, это первичное сырье. Дальше уже он служит материалом для последующей переработки. Это уже вторичная переработка, то есть вторичная добавочная стоимость. Этот завод в данный момент выпускает только 3 вида продукции по своему первоначальному замыслу. То есть производит арматуру базальтовую шнур и базальтовую фибру. азылд خیادیش تمافیت توی قایتارت ونگلس بیره ولازگون خزار آرست سوی در آتسا از آراجت فند کننز وی سپرم ولازه جوانگ ساماین هم در کست نیتل خطورت اما کست سوی رفت. دلیگاتی وانگتن ریسپوبلیکا است دو بونه اما سا انسپیکسیون آزلدن سارست توی خاصلکتن. وەرەسەیە فدراسیە ئیکۆنۆمیکای رایرست مینیستر فتساق خدیوک میخائیل بابیچ بانسان کتا زغگە سارازن قوه آفت سمین ریسپوبلیکای فزنا ئیکۆنۆمیکای объекттە آلو خزون ایغاو інвестицион проект. Задача стоит, чтобы начали появляться объекты экономики. То есть необходимо создать условия для привлечения инвестиций, чтобы начали реализовываться крупные инвестиционные проекты. Вот если мы говорим о аграрно-промышленный комплекс, то не только сырьевая база, но и перерабатывающая промышленность. Чтобы появились действительно объекты, на которых люди будут работать, получать достойную заработную плату, повышать уровень благосостояния республики. Вот, ну и, собственно говоря, уверенно себя чувствовать. Поэтому все, что мы сегодня посмотрели, все идет в работе. Ковид нас немножко затормозил, безусловно, ну как, собственно, и всех. Но вот сейчас все, в общем-то, подрядчики докладывают о том, что с учетом той ритмичности финансирования, которая сейчас обеспечена, подготовки всей нормативной базы, готовности ее, они графики нагонят и постараемся, чтобы все вовремя было сдано. Обсуждался вопрос упрощения таможенных процедур при оформлении товаров, завозимых из Российской Федерации. Какие решения были приняты? Мы договорились о том, что проведем консультации и с Федеральной таможенной службой Российской Федерации, соответственно, ГТРК Республики Южная Осетия, правительство республики и, соответственно, найдем какой-то вариант, который позволит оптимизировать вот саму эту логистическую цепочку, начиная от покупки груза, его, соответственно, декларирования, растамаживания и, соответственно, уже реализацию в торговой сети. Поэтому тут таких простых решений нет. Надо просто еще раз понять, что людей не устраивает, какие есть проблемы возникают, и постараемся сделать так, чтобы этих проблем не было.
А по поводу резервной линии электричества, какое решение? Сейчас проектная документация готова уже. 5 октября мы ожидаем, что она выйдет из главы экспертизы. Соответственно, сразу же заключим договор на техническое присоединение с соцсетями. И, соответственно, постараемся максимально оптимизировать сроки строительно-монтажных работ для того, чтобы в следующем году уже эта линия была принята в эксплуатацию и республика получила устойчивое, надежное энергообеспечение. Приезд Михаила Викторовича связан с тем, чтобы на месте посмотреть, что конкретно в первую очередь по инвестпрограмме, какие сроки, какие выполнения и какие возможности для того, чтобы завершить выполнение вот этой инвестиционной программы. Обсуждались вопросы по государственной службе, по приведению в порядок всей нормативно-правовой базы, по возможностям, которые могут быть использованы нами здесь, в Республике Южной Осетии. То есть очень широкий спектр вопросов, которые, конечно же, они все направлены на то, чтобы сделать более комфортным условия проживания в Южной Осетии и повышение, конечно, качества жизни. В том числе обсуждаются вопросы и повышения заработной платы, когда, как мы можем это сделать, то есть самое главное. Обсуждались вопросы, которые связаны с переходом из постоянного строительства в развитие экономики. Вот это, мне кажется, самое важное, Михаил Викторович. И договорились, что наши специалисты совместно с специалистами Министерства экономического развития проработают вопросы развития аграрного сектора. Обсуждается вопрос возможностей лизинга по технике, там, приобретения техники или помощь технике. То есть все варианты, которые нам позволят уже перейти на реальное развитие, в первую очередь, аграрного сектора, сельского хозяйства. Делегацийы уëнгтە мобарак кодтой әндәр объекттәдәр. Отаты Алена Бетите Алим, ӕрцыд информацион равағдабун.